8 бригад и более 100 выездов в день. Именно в таком режиме работают врачи республиканской скорой помощи. Ежедневно они проезжают сотни километров, чтобы оказать экстренную помощь. И здесь, помимо профессионализма врача, важную роль играет и комплектация санитарного автотранспорта, говорят специалисты. Благодаря федеральной целевой программе техническая база центра оснащается регулярно. Было обновление машинами Ford Transit, это 2013 год. И дальше уже 16-17 год, это опять Газели Бизнес и Газели Next. Соответственно, автопарк он пополнился новыми машинами, старые машины уже сходят с линии. Это не просто карета скорой помощи, а целая система оказания неотложки на колесах. Машина на базе «Газели Next» класса «Б», детище отечественного автопрома. Здесь созданы самые лучшие условия, чтобы медики качественно, а главное оперативно могли оказать необходимую пациенту помощь. Это так называемый транспортный набор ИВЛ для проведения искусственной вентиляции легких в труднодоступных местах, куда бывает очень сложно, допустим, добраться, или до того момента, пока больного мы не спустим в карету скорой помощи. Это реанимационная укладка и врачебная общепрофильная укладка. Термоодеяло, современные носилки, спинальный щит, также кондиционирование воздуха, оптимальная температура для пациента, освещение и отопление. Автопарк здравоохранения пополнился единицами техники согласно распоряжению премьер-министра страны. Всего медикам вручили 8 автомобилей, из них 1 полноприводный. Возможности нового технического оснащения врачи уже успели оценить. Работа намного улучшилась. Машины у нас очень хорошо оборудованы. Оказание помощи в самой машине стало намного легче. Довести больного также в больницу стало намного быстрее в связи с тем, что машины новые. Успешной реализацией ФЦП наш регион занимает одно из лидирующих мест. Только за последние 6 лет в республике построено 139 объектов по этой программе, в числе которых и объекты здравоохранения. Один из самых последних – детская республиканская клиническая больница со стационаром на 200 мест, плюс 15 коек в детской реанимации и отделении интенсивной терапии. В одной из таких палат лежит со своим сыном Танзила Балаева. У мальчика врожденная бронхиальная астма. Частые одышки приводят к таким же частым визитам в больницу. Только ими и спасаемся, говорит Танзила. Хорошо нас смотрели, мы уже 4-5 раз здесь лежим. Не жалуемся пока. Все хорошо, врачи хорошие, медперсонал хороший. Условия нахождения для пациентов здесь очень комфортные. Большие палаты, одноместные, двухместные палаты. Больные разделены по своим профилям. Обследование на достаточно хорошем уровне и обследования, и лечения. На первом этаже ДРКБ разместились сразу 3 отделения – приемная, травматологическая и клинико-диагностическая лаборатория. Этажом выше – лор-отделение и детская хирургия. Здесь по последнему слову техники оборудованы 1 большая и 2 малые операционные, которые позволяют проводить хирургическое вмешательство различной степени сложности. В отделении реанимации имеется оборудование наркозно-дыхательных аппаратов, плюс ко всему этому у нас там есть так называемые инфузоматы, УЗИ-аппараты дополнительные, ЭКГ-аппараты. 5 этажей и сотни кабинетов. ДРКБ – это не только новое современное медучреждение. Здесь работают специалисты самого узкого профиля, как опытные профессионалы, так и молодые врачи. За 2 года существования здесь прошли лечение более 18 тысяч детей с различными патологиями. 30 тысяч было принято экстренно. Если, допустим, ребенок тяжелый, нуждается в срочном оперативном вмешательстве, где мы здесь, у нас нет кардиохирургического центра, естественно, это уже только на центральных базах, то эти дети, как правило, тяжелые, поступают в реанимацию. Мы наблюдаем, я, например, наблюдаю детей своих кардиологических в реанимации, тяжелых детей, проводим консилиумы. Выводим какие-то рекомендации, планы обследования. Таких детей мы, согласовав с центральными базовыми, там, с Астраханью, с Краснодаром, с Москвой, с Бакулевым центром, мы вот таких детей экстренно можем направлять на операции.
Здравоохранение – одно из приоритетных направлений развития региона, ведь важнейшая задача, которая касается каждого – это доступность современной, а главное – качественной медицинской помощи. Жарилат Кулухоева, Магомед Шелухалов, Новости 24.